Осторожно, тонкий лед. С наступлением холодов на водоемах становится перволед. В это время выходить на поверхность льда крайне опасно. Осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Но даже при кратковременной оттепели он теряет это качество и появляется рыхлость. Если температура воздуха выше 0 держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более. При массовом катании не менее 25 см. Толщина льда на водоеме не везде одинакова. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, там, где растет камыш, тростник и другие водные растения, в местах слива водоема теплых вод и канализационных стоков, на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых берегов, под мостами и в узких протоках. Опасно ходить по льду, покрытому снегом. Снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, еще и замедляет рост толщины льда. Прочность льда можно определить на глаз. Прозрачный лед голубого или зеленого цвета прочный. Если лед белого цвета, прочность его в 2 раза меньше. Серый, матово-белый и с желтоватым оттенком лед ненадежный. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания. Правила поведения на льду. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку или озеро пользуйтесь ледовыми переправами, а также проторенными тропами. Нельзя проверять прочность льда ударами ноги. Если после первого сильного удара поленом, пишней или палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий и по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно вернуться по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в 5-6 метров. Замерзшую реку или озеро лучше перейти на лыжах. Крепление лыж расстегните, лыжные палки держите в руках, не накидывая петли. Если имеется рюкзак, повесьте его на одно плечо. Это позволит быстро и легко освободиться от груза. На замерзший водоем в обязательном порядке необходимо брать с собой прочную веревку длиной 15-20 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет вам забросить веревку провалившемуся под лед товарищу. Не отпускайте детей на лед без присмотра старших. Помните, лед под снегом всегда тоньше, чем неприкрытый. Слушайте лед, если он слегка потрескивает при ходьбе. Если хруст раздается при каждом шаге, нужно немедленно вернуться на берег. Что делать, если вы провалились в холодную воду? Первая задача – удержаться от погружения в воду с головой. Для этого необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, зацепиться за лед, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая ноги на лед. Если лед выдержал, нужно откатиться в сторону, а затем ползти туда, откуда вы пришли. Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Если нужна ваша помощь. Если на ваших глазах провалился на льду человек, громко крикните ему, что идете на помощь. Вооружитесь длинной палкой, шестом, доской или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Ползком, широко расставляя ноги и руки и толкая перед собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе сами можете оказаться в воде. Бросьте товарищу веревку, край одежды, подайте шест или палку. Бросать связанные ремни, шарфы, веревку и так далее надо за 3-4 метра от полыньи. Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и вместе ползком выбраться из опасной зоны. Без резких движений отползайте в ту сторону, откуда вы пришли. Затем пострадавшего нужно укрыть от ветра, при возможности переодеть, доставить в теплое место, растереть и напоить горячим чаем.